Все меньше современной молодежи читают книги, газеты или журналы каждый день. Сегодня молодежь сидит большую часть времени в социальных сетях. С целью призвать молодых людей чаще посещать библиотеки и повысить интерес к книгам, в Камрате была проведена акция под названием «Кият». Проводим акцию, и затем мы разместим инсталляцию в парке возле фонтана, где молодые люди после урока смогут подойти, сфоткаться, отметить, хэштег «Кият» поставить и так далее. Надеюсь, это реально побудит ребят начать больше читать. Также мы делали несколько постов о том, что люди, которые добились успеха, какие книги их изменили, какие книги их мотивировали. И мы надеемся, что эти книги станут хорошим примером для людей, чтобы на их основе они начали развиваться. У здания региональной библиотеки была установлена инсталляция «Кият». Организаторы рассказали, по каким основным причинам молодежь меньше читает бумажные книги. Но, несомненно, сегодня книга остается одним из источников знаний. Реальные знания мы всегда можем исчерпать, взять из книги. Какие бы ни были времена, сколько бы не было бы материалов в просторах интернета, когда ты берешь книгу, ты читаешь, ты проникаешь в ней, и действительно тот коэффициент полезного, взятого из книги, намного выше, чем взятый из интернета. Старшее поколение считает, что молодежи больше надо обращаться к библиотекам, так как в интернете можно получить недостоверную информацию. Однако молодые ребята, в свою очередь, видят и положительные моменты получения информации из интернета. Наша молодежь сейчас в основном пользуется интернетом, пользуются своими гаджетами и считают, что этой информации, которую они там найдут, достаточно и для учебы, для дополнительной какой-то заданий, там, рефератов своих и прочего. Но также мы знаем о том, что в интернете очень много фейковой информации. По некоторым данным, до 70% информация не соответствует действительности. Поэтому, конечно, надо, чтобы молодежь понимала то, что обращаться нужно в библиотеки. На самом деле я практически не вижу минусов, так как многие люди в той или иной форме каждый день читают. То есть они, например, какие-то статьи читают, либо какие-то новости узнают тоже через интернет. Это тоже способ чтения. Да, это не книга, конечно, это не физический носитель, но это информация, которую они тоже потребляют и получают в ежедневном, в общем, каждый день. Мероприятие было реализовано молодежным центром «Аксис». Организаторы планируют и в дальнейшем продолжать развивать интерес к чтению среди молодежи автономии.